Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как у пассажиров такси нашли наркотики. 228 судимый ранен? Да. Да? Часть какая? И откуда они их взяли. Покажем последствия пожара на улице Ботаническая. Хомячок пока живой, не знаем. И что стало причиной. А также мужчина пострадал, переходя проезжую часть на улице Даурская. Самый коленный кости ударился. Вот сейчас смотрел, что-то плохо стало сейчас уже. Вот. Он упал сам, но почему сразу два водителя остались ждать автоинспекторов? Это и не только. Прямо сейчас. Пассажиров такси задержали с наркотиками на улицу Чуйкова. По словам таксиста, он забрал клиентов на улицу Чуйкова, поехали в Дербышки. И там он понял, зачем. Полицейский кордон ждал их на обратном пути. Нависа Минязова была на месте при задержании. Просто молодой человек затумашился, искал что-то в кустах возле забора. Ну, я тут сразу чухнул, что что-то не так, и решил принять меры. Вот принял меры. Обратив внимание на очень странное для обычных людей поведение своих пассажиров, девушки и мужчины, таксист решил обратиться в полицию. Пока они были на улице, я сел в машину и тихонечко дозвонился до полиции. Просто сказал, что чтобы они меня остановили. И вот так и произошло. Вызов ему поступил из домов по улице Чуйкова. Он забрал пассажиров, поехали в Дербышки. Там-то и понял, что именно ищут в кустах его клиента, и позвонил в полицию. Когда возвращались обратно к тому дому на Чуйкова, откуда он их и забрал, таксиста остановили автоинспекторы. Ждали именно его. К водителю вопросов не было. А вот пассажиров сопроводили в патрульный автомобиль. Задержанный мужчина рассказывать на камеру ничего не захотел. Но в разговоре с сотрудниками ГИБДД был откровенен. Тем более он уже попадался за аналогичное преступление. 228 судимый ранен? Да. Да? Часть какая? За сбыт? Хранение в крупном размере, что ли? Да? В каком году последняя судимость? 14. То есть приговор в 2014 году было, да? Сколько вам дали? 6. И когда вышли, получается? Недавно только вот? В этом году? В каком месяце? В апреле месяце. Но места лишения свободы от пагубной привычки его не избавили. Пытаясь спрятать те два пакетика, которые нашел в кустах, он засунул их в рот. Но вскоре понял, что наркотики там не утаишь, и выплюнул их на землю. Полицейским признался, это был PVP. Сейчас задержанных доставят в больницу, где они должны пройти медосвидетельствование на наличие наркотиков в крови. Затем они попадут в полицию, и после того, как будут готовы результаты экспертизы, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Нависа Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Двухкомнатная квартира вспыхнула сегодня днем в одном из домов на улице Ботаническая. Жители подъезда эвакуировались. Тех, кто из-за дыма не смог выйти на улицу, на свежий воздух выводили пожарные. Так или иначе, от пожара пострадал весь подъезд. Квартиры ниже затопило, выше закоптило. Наталья Мезина выслушала мнение соседей о жильцах загоревшейся квартиры. Через полчаса после ликвидации открытого огня жители подъезда медленно возвращаются в свои квартиры, которые час назад не знали, как покинуть. Дым проникал в квартиры и с улицы, и из подъезда. Хотела выходить. Один парень пришел, мне одевал каски. Сообщение о возгорании поступило на единый телефон вызова экстренных служб 112 в 3 часа дня. Огонь в окнах заметили жители верхних этажей. Потом все заволокло дымом. Кто мог, вышел сам. 11 человек, в том числе 3 детей, в кислородных масках на свежий воздух вывели спасатели. Животные остались дома, и хозяева все это время сильно за них переживали. Хомячок пока живой, не знаем. Горела двухкомнатная квартира на 5-м этаже. Постоянных жильцов, говорят, там не было. Квартиру, скорее всего, сдавали. И эти квартиранты, 2 мужчин, за короткое время уже сформировали у соседей о себе нелицеприятное мнение. Приезжал сюда. Пожарные. Они шумные люди, когда замечания делали, они прям вот почтовые эти ящики есть, прям целиком убрали да выкинули. Когда загорелась квартира, один из мужчин вышел на балкон звать на помощь, второй просто спал. Как предположили соседи, с тлеющей сигаретой. Обоих на улицу вывели пожарные. Уснул пьяный, сигарета, возгорание произошло. Они пьяные, в хорошем состоянии, пьяные в хлам. Шел, качается даже. В
пользу этой версии говорит и эпицентр пожара – спальня. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Все, что выше 5-го этажа – в копоте, ниже – в воде. Сильный запах гари везде. Так или иначе от пожара пострадал весь подъезд. Точные причины возгорания теперь устанавливают дознаватели, но сперва предстоит найти 2 котов, которые, по признаниям погорельцев, у них жили. Они, наверное, выпрыгнули в окно. Наталья Мизина, Наиль Абдулин, вызов 112. 80-летний мужчина погиб в огне в Буинске. Его нашли в сгоревшей бане, расположенной во дворе жилого дома на улице Пушкина. Пожарные справились с огнем за 13 минут, однако сооружение сгорело полностью. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели. 56-летнюю женщину, переходящую дорогу на улице Даурская, прямо на пешеходном переходе сбил 19-летний водитель Datsun Honda. Переход нерегулируемый, и по предварительным выводам автоинспекторов вина за произошедшее лежит на водителе иномарки. Пешехода госпитализировали. У пострадавшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, вывих плеча и ушиб левого колена. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Вскоре на той же улице при переходе дороги пострадал и пожилой мужчина. Его никто не сбивал, он и сам этого не отрицает. Когда стал переходить дорогу, машины стояли. Вдруг упал, при этом сильно повредил колено. Почему же сразу 2 водителей? Чтобы прояснить ситуацию, вызвали автоинспекторов, знает Вероника Гайнуддинова. Кто я не знал, здесь трос натянут, я наверх смотрю, тороплюсь и иду. Кто знал, здесь трос натянут, трос, я не понимаю. Тем более опоздал на работу. Он не отрицал, вроде бы виноват сам. Машины стояли, одна до пешеходного перехода, другая после. А то, что одна тащила другую на буксире и над переходом натянут трос, он не заметил. Мужчина споткнулся, упал и сильно повредил колено. Самый колено, кости ударился. Вот сейчас смотрю, что-то плохо стало сейчас уже. Вот это шевелиться не могу, кости. Это снимок сделать надо. Зачем скоро ждем? Скоро я хотел, но снимок же делать надо все равно. Водители рассказывают, понимают, что в принципе вины их тут нет. Все было вроде по правилам. Аварийная сигнализация включена, да и трос прекрасно виден. Остановиться же в этом месте требовала дорожная ситуация. Но для окончательного прояснения вызвали автоинспекторов. На всякий случай позвали. А вы как, трос здесь зацепляли или просто остановились здесь? Просто остановились. Понятно. Вам не думаете, что этот штраф выпишут за то, что на пешеходке остановились? А какие варианты были у нас? Если бы он заявление написал бы. Квалифицировать этот инцидент госавтоинспекции еще предстоит. Вариантов как минимум 2. Мужчина пострадал из-за собственной невнимательности, и это просто несчастный случай. Либо происшествие может быть расценено как непредоставление преимущества пешеходу. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Вероника Гайнуддинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. До 20 лет лишения свободы грозит многодетной жительнице Нижнекамска. Женщина обвиняется в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества были обнаружены оперативниками в ее квартире. Сегодня в суде она должна была выслушать вердикт. Но приговор перенесли. Почему, знает Айгуль Бадрудинова. Гашиш, конопля. Вы хранили в квартире для чего? Для личного пользования. Такому объяснению следователи не поверили. Там была не одна смертельная доза. Во время задержания в ее квартире запрещенные вещества были обнаружены в холодильнике, в шкафу и в ванной комнате. Поэтому и предположили, что женщина наркотиками торговала. 4 полимерных пакета с растительным веществом внутри каждого. Что это за пакетики? Это вот под раковиной шкафчика. Это вот такие вот маленькие пакетики, и там внутри зеленая сыпучая трава. Это что это? Это марихуана или гашиш? Это, как он, шишки назывались. Кроме этого, были еще найдены несколько пакетиков с кристаллическим веществом. Только возле раковины таких нашли 13. Вот это что? Это вот здесь мефедрон. Это в этом стаканчике? Да. Это то же самое, да? Тот же самый снимок? Это судебное заседание сегодня должно было завершиться. Подсудимая выступила с последним словом. Заслушав женщину, суд решил не удаляться в совещательную комнату. У представителей Фемиды возникли вопросы по поводу количества изъятого. На следующем слушании 22 октября будут допрошены эксперты-криминалисты и следователи. Они присутствовали во время задержания подсудимой. Айгуль Бадрудинова, Александр Халин, Фахри Исламов. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.